9 утра, Магаз. Столица Ингушетии постепенно озаряется солнцем, и как раз в это время на свою утреннюю тренировку спешит боец смешанных единоборств Алик Албагачиев. Залог успеха – тяжелые тренировки, ключ к победе – продуктивность подготовки. Именно поэтому бойцы всегда стремятся самосовершенствоваться. Обладая внушительной борцовской базой, Алик Албагачиев тем не менее любит радовать зрителей ударными навыками. И для того, чтобы предстать к очередному турниру во всей красе, необходимо каждый день усиленно тренироваться. Для того, чтобы подготовка была более разнообразной и разносторонней, ингушские бойцы в последнее время практикуют тренировки в разных клубах. Это дает как более широкий выбор спарринг-партнеров, так и повышает эффективность подготовки. В одном из спортивных залов республики Алик поддерживает свою форму, готовясь в любой момент дать положительный ответ матчмейкерам М1. Бойцовская карьера Албагачиева началась не так давно. До того, как оказаться в одном из крупнейших промоушенов под названием М1, Алик достаточно успешно бился на любительских турнирах по самбо и грэпплингу. Как правило, выходцы из этих видов спорта добиваются зачастую очень больших высот в ММА, что подтверждает пример Алика Албагачиева. Начинал я в Казахстане, в бойцовском клубе «Войнах», это город Караганда. Ну, на тот момент я занимался, боевой самбо было в то время. Выступал по боевому самбо, по грэпплингу, по рукопашным боям. Ну, у нас тренер был тоже такой хороший. И где-то вот год я позанимался. И затем уже начал выступать ближе к ММА. На турнире по ММА уже начал выступать. По любителям выступать бывает несложно. В плане, у нас бывало в месяц мы ездили на 2-3 соревнования. По боевому самбо, по грэпплингу, по рукопашным боям. И привыкаешь, постепенно привыкаешь. Первое время мы обкатывались именно на разных соревнованиях. У меня в детстве всегда была мечта выступать профессионально именно. Вообще тренироваться я начал, мне было 22 года. До этого я учился в университете, пока заканчивал учебу, не было времени. Ну так, для себя тренировался, но уже серьезно начал тренироваться, когда закончил учебу. Вот, мне было 22 года на то время.
Свой первый бой на профессиональной арене Алик Албагачиев провел в 2014 году. Битва в Назране для многих ингушских ребят стала плацдармом для дальнейших успехов в ММА. Не стал исключением и Алик. Поддержка родных стен на турнире в Назране, грамотная подготовка и желание порадовать публику сделали свое дело. Первая победа в рейдже добыта на родной земле. Даже мысль об этом приятна и по сей день. В профессионалах я дебютировал на битву на Назране в 2016 году. Уже 4 года прошло. Вот. Это один был из турниров у нас «Дорога в М1». Я там провел два боя. И уже третий бой на М1 челлендж. На битве в горах я выступил. Вот насколько это волнительный момент для себя был? Первый турнир профессиональный, да? Камеры, прямой эфир, родная публика. Все-таки есть разница между любительским уровнем и профессиональным. Насколько волнительный этот момент, чем ты его запомнил? Ну, первый бой вообще практически, я даже не помню, как его провел. Только после боя, когда я уже пересмотрел запись, честно говоря, сильно волновался, потому что первый дебютный бой, его нужно по-любому выигрывать, хоть как. Поэтому, естественно, волнение было у меня, конечно. Тем более, первый мой профессиональный бой на родине. Это плюс вдвойне волнение было. Ну, я справился, можно сказать, что с этим волнением во время боя. Вот и как-никак показал бой и выиграл. Еще в 2012 году, проживая в Казахстане, Алик наблюдал за поединками наших ребят на битве в горах. Тогда у этого парня была одна цель – выступить на таком турнире и на глазах родной публики поднять ингушский флаг после триумфального завершения поединка. Спустя 5 лет уже хорошо зарекомендовавший себя Алик Албагачиев появился в файткарде турнира «Битва в горах». Запредельная мотивация и уверенность в своих силах стали судьбоносными факторами в поединке с Филиппом Нарыжным. Бой получился коротким, но очень насыщенным. Впрочем, лучше один раз посмотреть, чем 10 раз послушать. Самый запоминающий бой это был у меня бой «Битва в горах», потому что, можно сказать, когда я жил в Казахстане, я мечтал выступить на этом турнире. Я смотрел, первый турнир был у нас в 2012 году. У меня была мечта такая. Вот я, получается, именно из всех моих боев, наверное, я больше всех волновался на «Битве в горах». Потому что публика там большая публика бывает, во-первых. Во-вторых, уже много приехало меня поддержать туда. Тоже как бы справился со своим волнением. Вот, если говорить именно непосредственно про турнир «Битва в горах», насколько тяжело было выступать на открытом воздухе? И как ты оцениваешь свое выступление? Мое выступление, как я оцениваю? В принципе, я выиграл бой, самое главное, задачу свою выполнил. В плане, мы проходили акклиматизацию именно в плане местности. Мы были за 2 недели до боя, мы приехали в Джейрах, там проходили сбор, акклиматизацию хорошо прошли, поэтому, несложно было, в принципе. Тем более я не успел продышаться, там 2-3 минуты, как бы повезло. Последний поединок для Алика сложился не самым лучшим образом. В очень близком бою, проиграв раздельным решением судей Павлу Гордееву, Албагачиев сделал пару шагов назад в гонке за титул. Но, как верят все его многочисленные болельщики, шаг назад – это разбег для еще большего прыжка. Тем более, что ошибки своего боя и сам Албагачиев, и его тренерский штаб извлекли. Как мы все знаем, уже я проиграл раздельным решением судей последний свой бой. Можно сказать, что я не доработал в этом бою. Были у меня ошибки определенные. Я поработал над ошибками. В принципе, в следующий раз, думаю, не повторять таких ошибок вновь. Там момент такой был, нужно было выигрывать досрочно. Постараться выиграть. Получилось, как получилось. Я извлек из этого пользу.
Продолжая совершенствовать свои навыки борьбы, Албагачиев не забывает ни на секунду и об ударной технике. Не всегда на канвасе удается достичь желаемого результата, поэтому, если можно решить дело несколькими точными попаданиями в стойки, почему бы этим не воспользоваться? Подготовкой ударной техники Алика занимается Моусер Баркинхоев. Можно сказать, мы с ним уже более года работаем. Качество у него в основном пахарь, можно сказать. Все, что надо, то и делает. Ударкой мы уже, как я сказал, более года. С каждым днем он более набирает. И опыт набирает, и скорость набирает, технику набирает. Да. Вот если в целом говорить, Моусер, как у вас в целом проходят тренировки, насколько Алик на них выкладывается? На все 100 он укладывается всегда, как я говорю. Не жалеет себя, можно сказать. Сейчас на защитой мы работаем. Стойки, именно стойки, защита. И от партера, чтобы он уходить умел. Ну, совмещаем, как бы сказать. Свое что-то добавляем. Если есть борцовская база, ударная техника, но нет выносливости, бойцу нет никакого смысла выходить в октагон. Каждый, кто понимает это, занимается помимо обычных тренировок еще и кроссфитом. Недалек тот день, когда Албагачиеву придется проводить 5-раундовые бои, и тогда выносливость в чемпионских раундах сыграет решающую роль. Ну, после своего крайнего боя я отдохнул только неделю, продолжал тренировки, держал себя в форме. На данный момент я наращиваю темп именно тренировок. Утром, вечером 2 тренировки. Ну, на данный момент моим соперником будет француз Мишель Лябу, насколько я знаю. Может, я ошибку сделал в его имени. Хороший боец, провел где-то 3 боя в UFC он провел, насколько я знаю. Сейчас у него победная серия, 2 боя подряд. Он дерется в основных кардах турнира, именно в этой лиге. Посмотрим. Соперник интересный, тоже он ударник. Но на этот раз, я думаю, я буду подключать борьбу. Особо не делаю акцент на ударку, потому что чисто ударкой тоже, я думаю, нужно комбинировать и ударку, и борьбу, все вместе. Будем стараться забирать каждый раунд в этом бою. Разумеется, всей душой желая проводить бои в родной республике, Албагачиев не забывает и о Казахстане, который многое ему дал в спортивном плане. Совсем скоро промоушен M1 Global собирается провести турнир в Казахстане, и наш земляк с большой долей вероятности проведет бой против очень опасного соперника из Франции. Болельщики из Казахстана, разумеется, будут поддерживать Алика, а об ингушских и говорить не приходится. Поэтому, осознавая всю ответственность, что лежит на нем, Алик Албагачиев трудится вдвое усерднее, чтобы оправдать ожидания своих болельщиков. Турнир будет проходить в Казахстане, насколько я знаю, в Алмате. Я сам в Казахстане родился, вырос, не так давно переехал в Ингушетию. Поэтому у меня там поддержка, я думаю, у меня там будет публика переживать, болеть. Многие приедут с Караганды, с Астаны посмотреть мой бой. Хотелось бы поблагодарить нашу публику за то, что они меня поддерживают. Это чувствуется перед каждым боем, после боя, даже последний бой я проиграл, все равно
Мне многие писали тоже. Хотел бы их поблагодарить за то, что они, несмотря на мое поражение, дальше также меня поддерживают, также переживают. На Лэнделе я постараюсь порадовать своих земляков, одержать победу, приехать с победой домой. Для нас, для меня лично поддержка моих земляков намного значит. Если я выиграю, это будет наша общая победа. От спортсмена зависит, насколько хорошо он будет подготовлен, а от болельщиков, насколько хорошо они будут поддерживать своего любимого бойца. Со стороны Алика Албагачиева вся необходимая работа, несомненно, будет проделана. Остается дождаться турнира. Там ингушские болельщики покажут, как нужно поддерживать своего бойца.